С окончанием Кавказской войны было полностью покончено и со строительством на Кавказе казачьей станичной линии, кольцом окружившей регион и испещрившей его изнутри. Казачья Сунжинская линия разделяла Ингушетию, отделив ее горную часть от плоскостной. При этом под устройство казачьих станиц ушли самые плодородные и удобные для проживания земли Ингушетии. Вся Тарская долина, современный пригородный район, и земли вдоль рек Сунжа, Фортанга и Аса, современный Сунжинский район, что составляло 70% всей пригодной для возделывания площади Ингушетии. Магомед Далгат. Труды комиссии 1905 года. Со времени покорения Кавказа казаки смотрели на туземцев как на своих врагов. Отношение туземца к казаку было аграрное, так как теперешние станицы, ближайшие к Владикавказу, поселены на ингушских землях, откуда они были выселены на новые места. Казаки же, поддерживаемые в своих домогательствах областной администрацией, недовольствуясь этим, неоднократно подавали прошение об удалении ингушей из вновь отведенных им земель. Об этих ходатайствах знали и ингуши, что немало возмущало их и настраивало враждебно казачьему населению. Казак, обеспеченный огромным наделом земли, доходившим в среднем до 121 десятины на двор, живет, по-видимому, привольно, а рядом туземец, который слышал от своих стариков, что вся эта земля когда-то принадлежала им, терпит во всем недостаток. Предполагая неизбежное исчезновение ингушского народа в будущем, Николай Каракаш написал статью об ингушах, опубликованную в известном французском журнале Le Monde Illustré 23 февраля 1895 года. Ингуш и казак являются природными врагами, что произошло из-за завоевания их страны. Горцы были отброшены казаками в горы, а обрабатываемые земли и аулы были переданы казакам. Темные осенние и зимние ночи обычно омрачены сценами грабежей и убийств. Ингуши спускаются со своих высоких горных убежищ к станицам казаков, режут кинжалом изгородь, которая защищает конюшню, проникают, угоняют лошадей, коров, уносят даже улья. Правда, казаки возвращают им сдачу и охотятся на ингушей и убивают их. Из-за этого можно предсказать, что одно из этих племен уничтожит другое в долгосрочной перспективе. Кажется, можно быть уверенным, что ингушскому племени суждено исчезнуть. Если этими несколькими строками удастся сохранить память о них, мы будем полностью удовлетворены. К началу XX века обречество становится настоящим бичом военной администрации Терской области. В ее столице Владикавказе несколько лет подряд собирались бесконечные государственные комиссии и заседания на предмет защиты и неприкосновенности ее состоятельного и привилегированного сословия военных и казаков. При этом первое же заседание сошлось на обсуждении вопроса только лишь в отношении ингушей. Георгий Мартиросян. История Ингушии. 2 февраля 1904 года состоялось экстренное частное заседание Владикавказской городской думы с участием исполняющего должность начальника области генерала Ржевузского по вопросу, как писали газеты, об обеспечении жизни и имущества граждан от грабежей и покушений. Один из гласных думы заявил: «Мы теперь жнем то, что посеяли. Положение их таково, что им ничего другого не остается делать». Ни один самый искушенный в своей профессии экономист не смог бы объяснить, каким образом ингуши выживали при таком положении дел. Удивляло это и их современников. Вот лишь некоторые цитаты, взятые из разных номеров журнала «Кавказского вестника» 1901 года. Ингуши очень умерены в пище и довольствуются тем, от чего русский крестьянин давно бы умер с голоду. При всей стесненности ингуш обстоятельствами,
Нужно еще удивляться той энергии и стремлению к лучшему, какие проявляют они на своем житейском поприще. Живучесть и упорство ингушского племени поразительны. Сколько не высылают их из края как административным порядком, так и по определениям судов, и какие не принимаются против них полицейские меры. Все это могло бы другое племя привести в положение полной бездеятельности и упадка. Николай Яковлев. Ингуши. Жизнь ингуша сделалась очень тяжелой. Но ингуши не мирятся со своим положением, не хотят вымирать и начинают упорную борьбу с насильниками. Конечно, они не могут действовать открыто, но из добрых и кротких людей в короткое время становятся первыми абреками на Кавказе. Грабежи и убийства в станицах и даже среди бела дня во Владикавказе. Ограбление поездов, организация целых отрядов, вооруженной рукой отстаивавших права ингушей на жизнь и место под солнцем. Все это слишком осязательным и неприятным образом доказывало русским властям и более привилегированным соседям, что ингуши отнюдь не думают безропотно вымирать.